Авторы книги Владимир Мулявин и Лидия Кармальская «Недосказанное», Марина Мулявина и музыковед Белорусской государственной филармонии Ольга Брелон. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии событие, которое можно было бы, наверное, назвать завершающим аккордом года Владимира Мулявина в Беларуси. Все вы, конечно, знаете, что 12 января 2016 года народному артисту Советского Союза и Беларуси, легендарному основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Георгиевичу Мулявину исполнилось 75 лет. И весь 2016, теперь уже уходящий год, прошел под знаком Владимира Мулявина музыкальной культуре Беларуси. Открывались выставки, проводились концерты, спектакли. И вот сегодня презентация новой книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное». Эта книга повествует о юности, молодости Владимира Георгиевича Мулявина, о его родоводе, о работе в филармониях Сибири и Урала, о переезде в Минск, службе в армии и, конечно же, о истории зарождения ансамбля «Песняры». В то время Владимир Мулявин был женат на замечательной женщине Лидии Алексеевне Кармальской, в браке с которой прожил с 1959 до 1975 года, счастливых 16 лет. Идея написания книги принадлежит старшей дочери Владимира Мулявина и Лидии Кармальской, Марине Владимировне Мулявиной, которой я предоставляю слово. 16 лет. 16 лет мои самых близких два человека стояли вместе на сцене. И на филармонической белорусской сцене, и на Томской, и на Кемеровской, и на Свердловской. Они всегда были вместе. И самое интересное, что папа всегда стоял за спиной у мамы. Я счастлива, что я могу сегодня опять их объединить, поставить на эту сцену, чтобы вы послушали и увидели. Я хочу поблагодарить тех людей, которые откликнулись. Это и друзья, музыканты, с которыми папа служил, работал. Это и друзья семьи. Это и песняры. Это и кумовья. И я хочу сказать еще два слова обязательно о друзьях новых, которые помогли издать эту книгу. Это ОАО БПС «Сбербанк». И сегодня я рада представить вам председателя правления ОАО БПС «Сбербанк» Сергея Викторовича Инюшина. Потому что без их помощи очень трудно было, и вообще, по-моему, невозможно было. Спасибо, Сергей Викторович. Сегодня в этом зале присутствуют герои этой книги. Те, кто помогал нам воссоздать портреты Владимира Мулявина и Лидии Кармальской, поделились с нами воспоминаниями для книги, за что мы всем им очень-очень благодарны. И каждому из них мы сегодня торжественно вручаем по экземпляру нашей книги. И вам сейчас их с удовольствием представим. Это бывшие сослуживцы Владимира Мулявина по музыкальной роте и ансамблю Белорусского военного округа. Директор детской музыкальной школы номер 11 города Минска Анатолий Николаевич Попов. Ветераны оперной сцены, солисты белорусской оперы, заслуженный артист Беларуси Михаил Зданевич. Заслуженный артист Беларуси Виктор Стрельченя. Заслуженный артист РСФСР Николай Моисеенко.
Видите, какая музыкальная рота была? Это ветеран ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Яровой. Это Зоя Ивановна Михно. Я скажу. Ее муж Александр Ван Ли познакомился с Владимиром Мулявиным и Лидией Кармальской еще в Томске, в период работы в Томской областной филармонии. А потом вместе они уже работали в Минске. И в Минске Зоя Ивановна учила Владимира Мулявина говорить по-белорусски. Правильно говорит Зоя Ивановна? Это ветеран Белгосфилармонии, аккордеонист великолепный, музыкант и администратор Михаил Романович. С ним связана очень интересная история о всем известной гитаре Гилд папиной, который помог приобрести вот господин Романович. Это первый звукорежиссер ансамбля песняры Николай Дмитриевич Пучинский, ветеран филармонии, сейчас в строю. Николай Дмитриевич, который работал еще в орбите 67 с Владимиром Мулявиным начинал. Этого человека мне особенно приятно представлять, потому что он меня держал на руках совершенно маленькой девочкой. Это друг отца и мамы с тех томских времен, который пронес дружбу с папой и с мамой всю их жизнь. Это заслуженный работник культуры Российской Федерации Игорь Петрович Голиков. Он специально приехал из Оренбурга сегодня. Здесь сидит семейная пара, которая перекрестила, вернее, детей. Моего брата и их сына. С этим человеком, музыкантом, папа играл на танцах на конвольном комбинате. Я хочу с гордостью представить семью Анатолия и Ирину Побережных. Не все смогли сегодня прийти на этот концерт. Конечно, очень жаль. Москвичи прислали свое видео, вы увидите его. Сегодня нет подруги мамы и папы Нелли Захаровны Богуславской. Но она увидит и книгу, и, естественно, мы покажем ей отрывки с этого концерта. А теперь я предоставляю слово нашему профессионалу, а сама иду смотреть концерт. Спасибо. Дорогие друзья, разрешите представить вам коллектив, который сейчас находится на сцене и который вот уже много лет приумножает творческое наследие Владимира Георгиевича Мулявина. В творчестве этого оркестра музыка Мулявина и наследие песняров нашли новое воплощение, новую жизнь. Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Жиновича. Дирижер, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кремко. Сегодня для вас будет петь артист, без которого, конечно, трудно было бы представить сегодняшний вечер. Он специально приехал из Москвы, где сейчас уже постоянно живет, чтобы поддержать нас и спеть для вас песни песняров и Владимира Георгиевича Мулявина. Все мы его очень любим, ну так же, как и вы, естественно, всегда рады ему. Встречайте, для вас поет Петр Елфимов.
родний кут, як ти мне милый, забыть тебе не маю силы, ни раз утомленный дорогой, життем весны моей Бога. К тебе я в думках залятаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю. Ось як тепер передо мною стає куточок той пригожа, кринички вузенькая ложа, и елка у пары с хвойною, обнявшись тесно над водою, як молодые у час кохання, в опошній вечір розставання. Люблю тебя, мой берег родный, где льется небом среброводный, дубы, где дружной чародою стоять, як вежи над водою. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю Мой родный путь, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Спасибо. Я все-таки вернулась, потому что я лично хотела представить этого человека. Вы все узнали эту прекрасную музыку и ее композитора. Я хочу представить
друга папы, друга нашей семьи, с которым они написали очень много песен, с которым прошли многие годы счастливые, интересные. Игорь Михайлович, я говорю о вас, встречайте, народный артист Советского Союза, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лущинок. Поле верба нахиленная, поле верба нахиленая, молодая девчиначка, зарушенная, молодая девчиначка, зарушенная и запитая, зарушенная и запитая, татые запівали, як сад зацвітав, татые запівали, як сад зацвітав. Як сад зацвітав, як зара взійшла, як сад зацвітав, як зара взійшла, молодая дівчиначка по воду йшла, молодая дівчиначка по воду йшла. Воды, Яся до воды, Кася от воды, Яся до воды. Постой, постой, моя Кася, дай коню воды. Постой, постой, моя Кася, дай коню воды. Як буду твоя, напою коня, як буду твоя, напою коня. Зимненькое крыничоньки с полного ветра, зимненькое крыничоньки с полного ветра. Поле верба нахиленная, поле верба нахиленная, молодая девчиначка зарушенная, молодая девчиначка зарушенная.
Александр Липунов, Владислав Григорьевич. Петр Елфимов. Бывай, обудженная сердцем, дорогая, чаму так горка, не могу я зразумець. Шкада заранки мне, что в небе догорае, на ўсходзе дня майго, якому ружавець. Пайшла, ніколі ўжо не вернешься, Олеся. Бывай, смуглявая, каханая, бывай. Стою на розстанях былых, а спать не бейся. Самотным жаўранкам звенить и плачем май. Пайшла, покинувши мне золки и туманы, полынных жаль, смугой окутанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны с годами у сердца заглушить своим не мог. Пайшла, ніколі ўжо не вернешься, Олеся. Бывай, смуглявая, каханая, бывай. Стою на розстанях былых, а спать не бейся. Самотным жаўранкам звенить и плачем май. Пайшла, ніколі ўжо не вернешься, Олеся. Бывай, смуглявая, каханая, бывай. Стою на розстанях былых, а спать не бейся. Самотным жаўранкам звенить и плачем май. Самотным жаворонком звенить и плачем май. Самотным жаворонком звенить и плачем май. Спасибо. Спасибо.
не поверите, но есть город, в котором есть будочник, у которого будка на скверике, и который играет на дудочке. Вы на карте, пожалуй, не сыщете этот город, настолько он маленький, но вы дудку повсюду услышите, поудобнее сев на заваленке вместе. Каждый вечер и каждый восход в руки будочник дудку берет. Эй! Каждый вечер и каждый восход в руки будочник дудку берет. В этом городе многого нету, нету ссор, и что самое странное, нет замков, а ведь в городе этом ни полиции нету, ни армии. А еще, что бывает случайно, здесь тюремщиков нет и узников. Разве можно быть злым и несчастным, если рядом рождается музыка? Эй! Каждый вечер и каждый восход в руки будочник дудку берет. Каждый вечер и каждый восход в руки будочник дудку берет. Спасибо! Петр Елфимов. Спасибо! Петр Елфимов. Спасибо огромное! Пригадаем з вами цудовную, видатную, вядомую белорусскую народную песню о працоўцы Владимира Мулявина «Як я ехал, да яе». Спевает для вас солист нашего оркестра, лауреат международных конкурсов Андрей Колосов. Як я ехал, да я бричка на рысора, а приехал, хата на подпора. Як я ехал, да я тысячами личий,
приехал, да я боты накованы. А приехал, шапцы полотня. Як я ехал, да я бричка на рисорах. А приехал, хата на подпорах. Андрей Колосов. Группа бэк-вокала Александр Липунов, Владислав Данилович, Павел Берков. Именно в армии впервые Владимир Георгиевич начал аранжировать музыкальное произведение. Именно в армии зародился его интерес к белорусскому фольклору. И там впервые он задумался о создании собственного коллектива. Он служил в Уручье, музыкальной роте, а потом его перевели в ансамбль Белорусского военного округа. И первым, кто заметил его незаурядные музыкальные способности и по достоинству их оценил, был Игорь Иванович Раевский, в то время начальник и художественный руководитель ансамбля песни и пляски БВО. Впоследствии он стал заслуженным артистом БССР, а ныне он народный артист России, профессор, который в разные годы руководил крупнейшими концертными коллективами, такими как хор Свешникова и ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Игорь Иванович уже больше 40 лет живет и работает в Москве. Но нам тоже удалось взять у него интервью для нашей книги. И сегодня специально к нашему вечеру Игорь Иванович записал видеообращение. Внимание на экран. С большим чувством радости и удовлетворения встретил известие о том, что в свет выходит книга памяти, воспоминаний о выдающемся музыканте, композиторе, инструментовщике Владимире Мулявине, который своим талантом поднял целый пласт фольклорной народной музыки, прославив тем самым замечательную республику Беларусь. По долгу службы мне довелось трудиться в Беларуси в течение 5 лет, с 1963 по 1968 год, в качестве начальника художественного руководителя ансамбля песни и пляски Белорусского военного округа. В этот период служило много талантливых ребят. Не могу не отметить таких, как народный артист Беларуси Виктор Буячич, который стал лауреатом первого всесоюзного эстрадного конкурса, победив таких корифеев нашей страны, как Кобзон, Нурман, Макаров и другие. Таких, как Рудковский, Кучинский, которые впоследствии стали лауреатами международного конкурса Чайковского. Такого замечательного певца, который практически начал петь в ансамбле песни и пляски Белорусского округа, сейчас народный артист, ведущий солист театра оперетты Юрий Веденеев. И, безусловно,
особняком в этой когорте стоит Владимир Мулявин. Он пришел ко мне, когда служил срочную службу. И срок его лучший. Мне пришлось долго добиваться того, чтобы его перевели в ансамбль, потому что там уже развил такую бурную творческую деятельность, что его не хотели отпускать. Но, тем не менее, мы добились того, чтобы он попал в ансамбль. Поразила меня первая встреча с ним, когда я сделал там одну из оркестровок, не помню сейчас какого произведения, я, значит, раздавал новые партии для оркестра. Когда я давал партию для гитары, мне Владимир сказал о том, что мне не нужно партии, я послушал разочек и потом сыграю. И действительно, послушал раз, меня поразило то, что он нашел такие вкусные гармонии, которые, как бы это образно сказать, что как будто бы накрыл постель каким-то очень красивым ажурным покрывалом. Настолько он был талантлив. Потом он ушел в филармонию, организовал ансамбль «Воды», потом стали всемирно известны песни. Но я рад, что в своей творческой деятельности я соприкоснулся с этим замечательным отцом. Он достоин великой памяти. И я очень рад и желаю, чтобы эта книга завоевала сердца любителей его музыки, чтобы она ушла в широкий большой тираж. На сцене академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь. Начальник, художественный руководитель, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Воропаев. Ночевала, ой, рано на Ивана. Ой, рано на Ивана. Ой, рано на Ивана. Ночевала в чистом поле, ой, рано на Ивана. Ой, рано на Ивана.
дзяўчыну, о, дзяўчына, жыта жала, а дзяўчына, жыта жала, а дзяўчына, жыта жала. Ты на яся паглядала, ці ты ясь, ці ты не, ці ты ясь, ці ты не, ці ты ясь, ці ты не. Спадабаўся ты мне, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Скину ясь, как косить, скину ясь, как косить, скину ясь, как косить. Пошел мамку просить, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя. Оженишь ты меня, ты даришь Станиславу, ты даришь Станиславу, ты даришь Станиславу. Отсядела на всю лаву, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Станиславу не хочу, Станиславу не хочу, Станиславу не хочу. Но на лаву не сажу, ты даришь ты Янину, ты даришь ты Янину, ты даришь ты Янину. Працавітую дзяўчыну, касю ясь, калюшыну, касю ясь, калюшыну, касю ясь, калюшыну. Поглядаў на дзяўчыну, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, Академический ансамбль песни и танцы вооруженные силы Республики Беларусь. С обложки книги смотрят на нас два счастливых влюбленных человека. Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Они познакомились в феврале 1959 года в городе Томске, где вместе работали в Томской областной филармонии. Он гитаристом инструментального квартета, а она артисткой оригинального жанра. Между ними сразу же вспыхнула искра взаимной симпатии, которая переросла в большое взаимное чувство. Лидия Алексеевна Кармальская выступала в редком, уникальном жанре художественного свиста. Она была поистине виртуозом этого ремесла, и мало кто мог с ней сравниться. У нее был такой колоратурный свист, чистейшая интонация. Она без труда высвистывала сложнейшие инструментальные и вокальные произведения Баха, Грига, Дунаевского, Штрауса. Каким-то чудом сохранилась единственная запись Лидии Кармальской и ансамбля «Песняры». И мы сейчас с вами ее послушаем. Это белорусская народная песня «Зязюленька» в блестящей обработке Владимира Георгиевича Мулявина.
начал работать во вновь созданном ансамбле «Орбита-67», которым руководил Измаил Львович Капланов. Этот коллектив собрали специально для певицы Нелли Захаровны Богуславской, которая в октябре 1966 года стала дипломантом Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни и получила право сольного отделения. Вот там начинал работать Владимир Георгиевич Мулявин и Владислав Мисевич. И там вот впервые две эти семейные пары счастливые познакомились и подружились. Богуславская и Капланов, и Кармальская и Мулявин. И эта дружба продолжалась долгие-долгие годы. И как Марина Владимировна уже сказала, конечно же, воспоминания Нелли Богуславской вошли в нашу книгу. Когда Владимира Георгиевича Мулявина не стало внезапно в январе 2003 года, то Измаил Капланов буквально за несколько дней вслед этому печальному событию написал песню на стихи Надежды Солодкой «Измолкла гитара». И эта песня стала реквиемом памяти Владимира Георгиевича Мулявина. Эта песня завершает первое отделение нашей концертной программы. Поет Петр Елфимов. Пяснярская доля, пяснярская слава, зязюля ў бярозах, пра тое кувала, крынічанька песня, цячэ вытякае, да роду свайго беларусаў гукае, той спеў малітоўны здалёку пачуўся, Владимир Мулявин, душа Беларусі, балючыя струны сарваліся ў крыку, і змоўкла гітара, стамлёна не звыкла. Ой, ці не каліна, мыцца слязамі, кветачка дзяўчына пра любоў казала. Ой, ці не матуля, сына праважае, родная сторонка, тебе кахае. Тут спелые росы каханнем поили, у храме живою водою крапили, стал край гэтай самым милейшим куточком. Красуют сыны и красуются дочки, молилася сердце, и голос молился, у молитве с землей белоросною злился. Паўсюль Беларусь познавали по песнях, а сёння душа яе птах паднябейся. Ой, ці не каліна, мыецца слязамі, кветачка дзяўчына пра любоў казала. Ой, ці не матуля, сына праважае, родная сторонка, так тебе кахае. Ой, ці не каліна, мыцца слязамі, кветачка дзяўчына пра любоў казала. Ой, ці не матуля, сына праважае, родная сторонка, так тебе кахае. Ой, ці не каліна, мыцца слязамі, кветачка дзяўчына пра любоў казала.
Ой, тяни, матуля, сына провожает родная сторонка, так тебе какая. Петр Ефимов, Национальный академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича, дирижер Александр Климков. Александр Ляпунов, Владислав Данилович, Павел Берков, Петр Ефимов. Антракт 15-20 минут. Спасибо. Дорогие друзья, разрешите вам представить двух самых первых читателей нашей книги, которые имели к ней самое непосредственное отношение, потому что они профессионально ее читали. И были самыми первыми нашими строгими судьями, вот, оценщиками нашего труда. Это прежде всего, конечно, дизайнер книги. Вы видели, как красиво все сделано. Артист Белорусской государственной филармонии, солист коллектива, который здесь работает, на этой сцене выступает. Классик «Авангард» называется этот ансамбль солистов. Сергей Махов, дизайнер наш. Сережа, спасибо тебе. Он именно музыкально подходил. Вот мы чувствовали друг друга именно вот на этой волне. По скайпу эта книга в основном версталась по скайпу. Вообще она была очень быстро. За неполных, наверное, месяцев 10 мы ее сделали. Современные технологии, связь – это очень большое дело. И, конечно же, редактор нашей книги, известный белорусский журналист, музыкальный критик, заместитель главного редактора журнала «Мастаста» Дмитрий Альбертович Подберезский. Спасибо большое. Во время работы над нашей книгой мы с удивлением обнаружили, что вместе с Владимиром Георгиевичем Мулявиным мы об этом узнали от его сослуживцев. Оказывается, проходил службу воинскую сначала в музыкальной роте, а затем и в ансамбле БВО еще один очень-очень известный артист, который и прибыл сюда, в Беларусь из Москвы, и потом демобилизовался, и сейчас очень известный в театральных кругах певец, солист, премьер театра «Московская оперетта», народный артист России Юрий Веденеев, который также оставил видеообращение. Давайте посмотрим на экран. Добрый день, дорогие друзья, почитатели и поклонники таланта Владимира Мулявина. Я рад вас приветствовать по поводу выхода прекрасной книги о выдающемся талантливом музыканте, основателе ансамбля «Песняры» Володи Мулявина. Мне посчастливилось 3 года служить с ним в ансамбле песни и пляски Белорусского военного
ансамбль «Песняры». Наше достояние, достояние нашего государства, Белоруссии, России и всего Советского Союза. Это были счастливые годы молодых рядовых ансамблей песни и пляски белорусского народа, где мы вместе рука об руку стояли на сцене, пели, выступали, гастролировали по Белоруссии. Я был свидетелем, как рождался этот ансамбль «Песняры», талантливый музыкант Володя Мулявин, которого в шутку называли Мулей, создал блистательный ансамбль, который вошел, в общем, в историю музыкального искусства. И книга, которая сейчас выходит, которая рассказывает о жизни и творчестве Владимира Мулявина, будет большим подарком всем почитателям и поклонникам его таланта. Ну и, конечно, один из самых колоритных эпизодов книги – это вот именно воспоминания Юрия Петровича Веденеева. Сегодня в нашем концерте очень много сюрпризов, приятных, я надеюсь, очень приятных для публики. И вот один из таких сюрпризов будет сейчас. В 1974 году Владимир Георгиевич написал очень необычную композицию, балладу «Ванька, встанька» на стихи Евгения Евтушенко. Эта композиция стала предтечей многих его крупных программ, больших форум, таких как «Песня о доле», поэма «Легенда Гусляр» и других. Владимир Мулявин ее исполнил, ну, естественно, вместе с ансамблем «Песняры». И вот больше 40 лет эта музыка лежала под спудом, она существовала только в звукозаписи, и о ней знали только истинные поклонники ансамбля «Песняры». И вот в этом году специально впервые там звучало в Москве на концерте юбилейном памяти Владимира Мулявина в Кремлевском дворце съезда в феврале месяце 2015 года Петр Елфимов восстановил эту композицию по слуху полностью, нотный материал, аранжировку. И такая работа, вы знаете, это я уже говорю как музыкант, как музыковед, это дорогого стоит. Это просто настоящее подвижничество, потому что это не коммерческий продукт, но это нужно было вложить свой ум, свой талант, свои силы, чтобы восстановить эту уникальную композицию. И вот сегодня впервые в Беларуси, после 42 лет молчания, эта музыка звучит с родной сцены, на которой так часто и с таким трепетом выступал Владимир Георгиевич Мулявин. На стихи Евгения Евтушенко «Ванька, встанька», Петр Елфимов. По разграбленным селам шла орда на рысях, приторочивших седлом русокосы и осак. Как под темной водою молодая ветла, Русь была под ордою, Русь почти не была.
Но однажды, как будто все колчаны без стрел, удалившийся в юрту, хан Баты захмурел. От бараньего сала, от лоснящихся жен, что-то в нем угасало, это чувствовал он. И со взглядом потухшим хан сидел одинок, на софьянных подушках, сжавшись будто хорек. Хан сопел иступленной, скукотою томясь, и бродяжку с торпенкой вел угодник толмач, в горсть набравший урюка, колыхнув животом. Кто такой? Хан угрюмо ткнул в бродяжку перстом. Тот вздохнул: Матерь Божья, то Баты, то князья, дел игрушечных мастер, Ванька Сидоров я. Из холстин дыроватых в той торбенке своей стал вынать деревянных медведей и курей, и в руках баловался потешатель сердец с шебутной балалайкой, скоморох дергунец. Но в игрушки вникая, умудренный как змей, на матрешек внимание обратил хан Баты. В мужичках скоморошных, простоватых на вид, как матрешка в матрешке, тайна в тайне сидит. И с тоской первобытной хан подумал в тот миг, скольких здесь перебил он, на постичь не постиг. Озираясь трусливо, буркнул хан толмачу: все игрушки тоскливы, посмешнее хочу. Пусть он, рваная нечисть, этой ночью не спит, и особое нечто для меня сочинит. Хан добавил, икнувший, перстень дал и коня, но чтоб эта игрушка просветлила меня.
про судьбу, про свою, и кивнул головою. Просветлю, сочиню, шмыгал носом он хмуро, но явился в свой срок. Сочинил я игрушку Ванькой-встанькой нарек. Прижал его пальцем и ладонью помог. Ванька-встанька попался, Ванька-встанька прилег. Хан свой палец задернул, но силен хоть и мал. Ванька-встанька задорно снова на ноги встал. Хан игрушку с размаха вмял в кошму сапогом и, слабея от страха, заклинал шапоком. Хан сапог отодвинул, но, держась за бока, Ванька-встанька вдруг вынырнул из-под носка. Как попятился грузно, Руси русских кляня. Да уж эта игрушка просветлила меня. Хана страхом шатала, и велел он скорей от Руси, от шайтана повернуть всех коней. Теперь уж отмаясь, положенный в повал, Ванька Сидоров мастер у дороги лежал. Он лежал, отсыпался, руки белые врозь, Василек между пальцев натрудившихся роз. А в пылище прогорклой так же мал да удал, с головенкою гордой Ванька-встанька стоял. Из-под стольких кибиток, из-под стольких копыт он вставал неубитый, только временно сбит. Опустились туманы на лугах заливных, и ушли басурманы, будто не было их. Но Ванька остался, как остался народ, и душа Ваньки-встаньки в каждом русском живет. Мы народ Ваньк-встанет,
эпоху верек, нас давили пластали, столько всяких сапог. А не знали мы Ваньки, нас хотели покласть, а о том, что мы встаньки забывали, платясь. И смеется невмятый, не затоптанный в грязь мужичок хитроватый, чуть покачиваясь. Спасибо. Петр Юргимов. Спасибо. А сейчас еще один заготовленный сюрприз. Мы решили не оставлять зрителей без живых песняров. И вот вы сейчас увидите архивный видеоролик образца ноября 1970 года. В октябре песняры победили в 4-м международном конкурсе артистов эстрады, всесоюзном конкурсе, это оговорка, всесоюзном конкурсе, конечно. А вот уже через пару недель они приняли участие в концерте, посвященном Дню советской милиции 4 ноября 1970 года. И вот сейчас мы увидим эти архивные кадры. Ямка, головой пони, твоя Алена, я ж воды пою.
один микрофон. Я хочу пригласить его сюда. Это человек, который в этой книге тоже написал свою главу. Она называется «Житие не святых». Это человек, который служил с папой в армии, который простоял многие десятилетия с ним на сцене. Заслуженный артист Республики Беларусь Владислав Мисевич и ансамбль «Белорусские песняры». Завтра хочу вручить тебе эту книгу. Владислав, поклоняйся. Добрый вечер. Помните, какая фраза была расскажена? Я Пастернака не читал. Так вот, я пока не читал эту книжку, но она мне очень нравится. Я ее пролистал и даю вам гарантию, что вы получите колоссальное удовольствие и от фотографий, и от того, что написано под этими фотографиями. Вы получите колоссальное удовольствие, я вам гарантирую. Спасибо вам за то, что вы пришли на эту прекрасную презентацию. Спасибо. Расцвіла каліна, там дзяўчына ваду брала, сама чорнобрива. Там дзяўчына ваду брала, сама чорнобрива. Я набрала, яшчэ набірала. Адна дачка ў маці была, да і таго разнала. Адна дачка ў маці была, да і таго разнала. Пусти, маці, пагуляць, я не забаруся. Як запяе першы певень, я домой вернуся. Як запяе першы певень, я домой вернуся. Пяе певень, пяе другі, шейку раз хоча. Кліча маці вечараці, а дачка не хоча. Кліча маці вечараці, а дачка не хоча. Ой, вечерай моя маці каліна варила. Мне сягоння моя маці вечера не мила. Мне сягоння моя маці вечера не мила. Ой, пойду я в лес по дровы, ой, гора мне гора. Не пойду я за старого бородою коле. Не пойду я за старого бородою коле. Ой, пойду я в лес по дровы, ой, гора мне гора. Не пойду я за старого бородою коле. Не пойду я за старого бородою коле. За такого, что не мае вуса, ён на мя нікім не моргне, а я засмяюся. Ён на мя нікім не моргне, а я засмяюся. Каля млына, расцвіла каліна. Там дзяўчына ваду брала, сама чорнобрива. Там дзяўчына ваду брала, сама чорнобрива.
Борис Сандерпецков. Песня Владимира Мулявина «Калямлына». Первый исполнитель. Добрый вечер, дорогие друзья. Нам очень приятно сегодня присутствовать на этом концерте. В первую очередь мы хотим поздравить Марину и Ольгу с выходом этой книги, пожелать, чтобы как можно больше людей эту книгу прочитало. Вообще мы считаем, что чем больше книг, тем больше правды о великом ансамбле «Песняры» и конкретно о Владимире Георгиевиче Мулявине. И в этой связи нам хотелось бы отметить, что сегодня в зале присутствует человек, который сделал для ансамбля очень много, который написал песни, назвать которые не стоит, вы их прекрасно знаете. Это народный артист Советского Союза Игорь Михайлович Лучинок. Мы рады приветствовать вас, Игорь Михайлович. И сейчас Валерий Дайнеко, заслуженный артист, споет одну из ваших прекрасных песен. Потухають, темніють виці, зорки вспихмають над синявой, до плеча майко притулися золотою своей головой. Чуєш ветер, чуєш вечер, чуєш, тихо шапоче сад на твои худенькие плечи, осыпая ночь за рабат. Это я с тобой вечерую, туманами тебе я чарую, васильком шепотливою мовою, зачароваю, зачароваю, заколыхваю я тебе. Я друг неумелых, несмелых, не сховаешься ты нигде. Полня белая, яблоком спелым, на долони твоей упаде. Ты шепнешь мне отчаянные слова, что шептал тебе вчера я. Вечеровая, зачарованная, заколыханная моя. Это я с тобой вечерую, туманами тебе я чарую, васильком шепотливою мовою, зачароваю, зачароваю, заколыхваю я тебе.
Спасибо. Соло награждает Александр Соловьев, Валерий Хайнека, заслуженный артист Беларуси. Обижайте любимых упреками, бойтесь казаться любимым жестокими. Очень ранимые наши любимые. Очень ранимые наши любимые. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою наши любимые. Нитью незримою наши любимые. Пусть наша жизнь не течение плавное, только бы в ней было самое главное. Сердцем хранимые наши любимые. Сердцем хранимые наши любимые. Сердцем хранимые наши любимые. Сердцем хранимые наши любимые. Арик Аверин, белорусские песни.
родных нив, от родной хаты у панский двор деля красы. Яны бездольные узяты ткать золотые поясы. Темнее край зубчатый бора, и че забывшийся рука заміж персидского узора цвяток родимый Василька. Темнее край зубчатый бора, и че забывшийся рука заміж персидского узора цвяток родимый Василька. И тягом долгие часины девочья забывши сны свои широкие тканины на лад персидский ткут яны. Темнее край зубчатый бора, и ще забывшийся рука заміж персидского узора цвяток родимый Василька. Темнее край зубчатый бора, и ще забывшийся рука заміж персидского узора цвяток родимый Василька. Темнее край зубчатый бора, и ще забывшийся рука заміж персидского узора цвяток родимый Василька. Темнее край зубчатый бора, и че забывшийся рука заміж персидского узора цвяток родимый Василька. Валерий Дайнеко несколько дней назад отметил свое 65-летие. Поздравите. Валерий Сергеевич.
прекрасный прием сегодня, очень теплый. Я открою вам секрет. Владислав Весеевич тоже пишет книгу. Но эту книгу он решил написать все, что с ним происходило за последние 70 лет. Работы много, как вы понимаете. Писать будет долго. Пожелаем ему удачи. Надеюсь, встретиться в следующий раз по этому поводу. А может быть, раньше. Ну, а пока он продумывает очередную главу, давайте с вами споем еще одну очень известную песню. Как здорово, что ее никто не может спеть так, как он. Потому что мы его знали, мы его помним, мы его любим. Но зато мы можем спеть ее вместе с вами. В мокром саду поможете? Осень забыла рваный платок, желтые листы. Лучше бы нам встретиться было вот до весны, опоздаем мы, что прежде, что совсем другим. За полчаса до весны, что совсем за полчаса до весны. Видятся мне белые вербы, слышится мне звон тишины. Было бы все проще, наверное, за полчаса. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверяли сны за полчаса до весны, что совсем другим доверяли сны за полчаса до весны. Если б судьбу знали заранее, что средь дождей встретимся мы, он бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. Опозданием, что слова любви, что совсем другим за полчаса до весны, что совсем другим за полчаса. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Спасибо.
І знов побачу я все либы, где леты першие пришли. Там стены мохом поросли, веселкой отливали шибы. И все было, и стало мне, как сумно в тишине. Я усяк пошел, там глухо дико, и все травою поросло. Нема того, что раньше было. Нема того, что раньше было. И только надпись Вероника. Только надпись Вероника. На липе урезаны у коры, казав очам об tej пори. Расти, узмацовывайся древа, як монумент живый уставай, и к небу надпись подымай, и к небу надпись Вероника. Чем более исходит днем ночей, тем имя милое выше. Нема того, что раньше было. Нема того, что раньше было. И только надпись Вероника. И только надпись Вероника.
Кольки раз просил я назначить мне спотканье, о кольки раз хотел я признаться ёй у коханні, ты усё перашкаджалі, калі дзяўчыне веры до паводок весновый, до приморозок шера. Але я упарты, и как своего добиться, просил я шчыра майстра зрабіць ёй завушніцы. На гэтых завушніцах я напісаў закляцце, усё, што не сказаў ёй, а ў чым хацеў прызнацца. Сягоння не ўцячэ ўжо ад слоў маіх гарачых, не ў час, калі смяецца, спявае або плача, не ў час, калі прыляжа, змарыўшыся змярканнем, ёй завушніцы, усё пра маё каханне. Не ў час, калі прыляжа, звеняць ёй завушніцы, усё пра маё
Спасибо. Из воспоминаний Нелли Богуславской. Однажды, еще в доброе время, между всеми нами был какой-то общий разговор, не помню о чем, в котором мы никак не могли найти правильное решение. Вовка сказал мне: «Нелька, ты у нас самая старшая, вот как ты считаешь?» Можно было все обратить в шутку. Я действительно в орбите по возрасту была старше всех, и вопрос остался бы открытым. Но почему-то я очень серьезно сказала вдруг именно ему: «Знаешь, если ты такой взрослый, но уже написал «Крик птицы», то я всегда буду рядом с тобой, как мальчик в коротких штанишках». Он сам, наверное, не понимал своей изначальной мудрости, с какой проникся этими стихами, и они подвигли его на создание этого шедевра. А как он спел эту песню, выкрикнув всем своим нутром: «А кто же простит меня?» Это его ответ на свой собственный вопрос. Из-за ревности неустанной, из-за ревности злой и глухой, я мог превратить тебя в камень своей волшебной рукой. Я мог превратить тебя в дерево, я мог превратить тебя в зарево, но я превратил тебя в птицу, навеки расставшись с тобой. Уж если навек не вместе мы, так будь же в жизни хоть раз крылатым будет возмездие за ложь обнаженный фраз. Ты была сиреной, я теперь не людим. Я бы простил измену, если бы не любил. Приезжают ко мне капитаны, говорят, что летать ты устала, что хочешь стать снова прежней и снова вернуться ко мне. Вернуться ко мне русокосою, вернуться ко мне синеокою. Но я ведь не верю словам твоим, навеки расставшись с тобой. Если навек не вместе мы, так будь же в жизни хоть раз крылатым будет возмездие за ложь обнаженных фраз. Ты была сиреной,
Я теперь нелюдим, я бы простил измену, если бы не любил. Промчались печальные годы, и однажды ко мне на рассвете вернулись друзья с охоты и бросили птицу на стол. Не здешнюю птицу, и странную, с глубокой кровавой раною, с глазами такими знакомыми и перебитым крылом. Вот, наконец, и вместе мы. Так что я так грустно пою над убитой крылатой невестою. Я на коленях стою. Ты была сиреной, я пел твои песни, звеня. Тебя не хотел простить я, а кто же простит меня? Спасибо. Спасибо. Национальный академический народный оркестр имени Иосифа Жиновича. Дирижер, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Климко.
Белая Русь, ты моя. Белая Русь, ты моя. Белые кони бульбы, белые косы девчат, в облаках белых над Бугом вечный парад. Белых рыбов кошелки, белые плечи для роз. Чистые россыпи золки, чистых цветальных роз. Белая Русь, ты моя. Белая Русь, ты моя. Чистая ты моя, родная ты моя. Белая Русь, ты моя. Белых туманов плыни, белые верши буслов, тихая заводь Галыныч, рыб беловежских зубров. Веки ромонков белых, белые рыбы завей. Чистые души смелых, простых твоих людей. Белая Русь, ты моя. Белая Русь, ты моя. Чистая ты моя, родная ты моя. Белая Русь, ты моя. Петр Ефимов. Ансамбль «Белорусские песняры». Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь имени Осипа Шимовича. Дирижер, аранжировщик, заслуженный артист Беларуси Александр Климко. Я поделюсь обязательно.
той давньої весни на Муромской дорожці стояли три сосны. Теперь могу признаться, тады почав кохать тебе ніякой кветкой не мог я поравнать. Шукаю я дома Александрина, из песней ты цвела. Александрина, якою ты была. Сказать, что Василёчак, дык фарба им одна. Сказать, что ты лилея студеная жьяна. Сказать, что ты звоночек, дык всіх жа малої, такою ти здалася у 17 год моїх.
якою ти Спасибо вам огромное всем. Спасибо большое. Вы знаете, это совсем неожиданный срок. Никто не думал, не гадал. И вот произошло. Оркестр, белорусские песняры и Петр Юфимов. Это прекрасно. И самое главное, Владимир Мулявин с его легендарной Александриной. Спасибо. Дорогие друзья, огромное вам спасибо. Спасибо всем артистам. Пускай наша книга сделает для вас ближе Владимира Георгиевича Мулявина. Его имя носит какой-то магический смысл. Посмотрите, какой аншлаг. И так всегда на концертах, связанных с Владимиром Георгиевичем Мулявиным. Пускай звучат его песни, пускай музыки и наследие песняров будет больше, больше и больше. Спасибо, спасибо. Спасибо.